Спелеология – наука, занимающаяся всесторонним исследованием подземных пещер, их происхождения, эволюции, возраста, морфологии и многое другое. На днях на туристической базе «Башкирская деревня» прошел очередной съезд спелеологов Урала. На заседании съезда, который проходил в такой душевной обстановке, были приняты резолюции и подписаны новые договоренности. По словам организаторов, такого рода мероприятия порождают массу полезных встреч и знакомств. Хотя многие спелеологи России знают друг друга в лицо. Их путешествия и исследования объединяют регионы, города и села. Отрадно и то, что среди делегатов были как бывалые спелеологи, так и начинающие свой путь в мир пещер молодые парни и девушки. В ходе собраний были показаны новые книги, проекты, видеохронология недавних экскурсий и исследований в горах и пещерах ближнего зарубежья. Это отчетная конференция всех экспедиций, всех соревнований, которые проводились в этом году по всему Уралу. Присутствуют здесь главные регионы, это Пермский край, Свердловск, естественно, Башкирия, мы как организаторы, Самара, Оренбург. Все, в принципе, 7 регионов, которые принимают участие во всем этом. Очень много интересных докладов, все рассказывают, есть и спортивные хорошие разряды, потому что в этом году в Башкирии присвоено 3 мастера спорта по дистанции спелеотехники. Какие основные темы здесь обсуждаются? Основные темы – это новые открытия, которые проводятся у каждого клуба в своих регионах, плюс выезжают международные экспедиции, какие-то учебные семинары. Это все люди делятся, рассказывают, и в дальнейшем это все подводится к определенному итогу вечером, и будут новые планы намечаться уже на следующий год, на 2020, место проведения, соревнования, экспедиции и все остальное. На территории Башкортостана вы что-то исследуете, или кроме других регионов, получается? Конечно, в Башкирии очень много пещер. 1000 пещер открытых и очень много еще не открытых пещер. Поэтому Башкирия – это, естественно, наш полигон. Мы здесь открываем новые пещеры, исследуем все это. Очень хорошо, плодотворно работаем в этом направлении. В Угорчинском районе вы не работали? Работали. Здесь, если правильно взять, Мурадымовское ущелье, оно очень насыщены пещерами. В свое время там проводились именно такие же масштабные лагеря, они именно были башкирские, когда со всех крупных городов, были турслеты, а были еще наши исследовательские экспедиции спелеологов, когда мы там собирали данные, карты, рисовали, делали картографию пещер. В Мурадымово очень много времени мы в свое время там провели. Исследования вы печатаете или где-то издается это все? Сейчас издалась только что буквально такая книга «Атлас пещер России». И здесь как раз это сбор данных, который наш труд, наша работа, которую мы здесь указывали. Здесь написано описание пещер, научная ее часть, картография и открытие. Скажем, в этот труд, в который все наши регионы были включены. Новая книга. Да, новая книга при поддержке Русского географического общества, она написана. Почему выбрали Угорчинский район для проведения съезда 31-го, получается? Очень хорошие отношения с дирекцией, с Марсом Хабибуловичем. Ему за это огромное спасибо. Он предоставил такое замечательное место для проведения. Здесь оборудованы турбазы, отличные домики. Самый главный критерий для проведения такого мероприятия – это чтобы люди были в тепле, накормлены, сыты, и было место, где можно было всех разместить и сделать информационные стенды, скажем, как сейчас. Здесь все это есть. Огромное спасибо Марсу Хабибуловичу.